У нас главенствует закон. Только закон. Касается вопрос безопасности, расстрелять, говорит он. Салам алейкум, проблем нет, говорит он. И он закон, говорит. Как будто не было войны. Формула успеха Рамзана Кадырова и идеи, которые чеченцам предписано считать национальной. Так, кстати, восстанавливался Грозный. Не просто построить новый город, а так, чтобы никто и не спрашивал, как и почему исчез старый. А тем временем в этом году 25 лет с начала Первой войны, 20 лет с начала Второй. И уже пошли в школу те, кому уже никто ни о чем не собирается рассказать. Во всяком случае, в школе. У нас уже своя футбольная команда играет в премьер-лиге. У нас есть своя волейбольная команда. Скоро будет, иншаллах, хоккейная команда. Почему не быть? В Грозном теперь живут, как в других обыкновенных городах, каких в России немного больше 1000. Таким же обыкновенным, впрочем, он был и 25 лет назад, перед тем, как большая страна 20 месяцев, а потом еще полгода обращала его в прах. Впрочем, для самого Рамзана Кадырова войны как будто действительно не было. Что бы там ни говорили о его подвигах в первую кампанию, а во второй он был все больше по безопасности своего отца. Так что история эта действительно началась до него и без него. Ахмед Закаев – один из видных полевых командиров Первой войны, министр и вице-премьер в правительствах Дудаева и Масхадова, участник московских переговоров 96-го года, положивших конец Первой войне и, увы, как оказалось, заложивших начало Второй. Как и многие умеренные ветераны масхадовской поры, он не нашел себя на фронтах Второй войны. Стал представителем Ичкерии в Европе. То ли той исчезнувшей Ичкерии, за которую когда-то победил, то ли той, которая в изгнании, из которого не вернуться. Некоторые, впрочем, заподозрили Закаева в таком желании вернуться после его недавнего интервью «Кавказ Реалии», в котором он будто бы заступился за Кадырова, назвав его такой же жертвой, как и сотни тысяч чеченцев. Я в лице Кадырова беру вообще чеченцев, которые отняли универсальное право на насилие у российских войск. К примеру, то, что происходило Алдах, это 2000 год, после того, как чеченское сопротивление, народные ополченцы оставили город. Поселок Новые Алды расположен на южной окраине города Грозный. До войны здесь проживало около 10 000 человек. Когда я приехала в Алды 20 марта, весь поселок выглядел вот так, как эта мечеть. Здесь не было ни одного целого дома. Все было разрушено, абсолютно все. И здесь, мне казалось, все было такое пустое и страшное. И мне казалось, что здесь просто запах смерти стоит до сих пор. Там на начало поселка детей расстреляли. Ну зачем вот это все? А он говорит, вы знаете, говорит, мы на нас так, вот его чистые слова, вот так нас построили и сказали, что стрелять все в живое, в неживое. А в последующем, уже спустя некоторые годы, когда Кадыров-старший и когда другие чеченцы, которые перешли под российские знамена, единственное оправдание для себя, они считали, что они заступаются за чеченцев. И на первом этапе были те, которые были спасены. И таких людей было очень много. Естественно, они были благодарны тем, кто их спас. Так, путем проб, интриг и массовых зачисток нащупывалась будущая модель. Никто, конечно, не знал ее сути. Москва работала без особого креатива. Она превращала войну освободительную в войну гражданскую. Она привычно по-колониальному покупала очередную элиту. И все вроде получалось. Но ничего не спасало. Нужно было что-то еще. И оно получалось. Само собой. Вернее, самой войной. Я сам успешный спортсмен, как это понятно? Не оскорбление-то? Грозненский мемориал проработал обе войны, ютясь в полуподвале в разрушенном центре. Понимания с Кадыровым не было никогда, но их терпели. В то время даже правозащитники вспоминали, что могли рассчитывать на помощь Кадырова, если у них возникали проблемы с федералами.
В 2007-2008 годах Рамзан Кадыров не только воспринял, но и использовал правозащитную риторику, было весьма неглупо и дальновидно выстроенной политикой, направленной на укрепление собственной власти. В Чечне было несколько разных сил, поддерживающихся федеральным центром. И спецгруппа ФСБ «Горец» под командованием Мавлади Байсарова, бывшего посетителя людей, а ныне подполковника ФСБ, который теперь посещал людей в интересах ФСБ. И это батальоны спецназа ГРУ «Запад и Восток» Ямадаева и Котлиева, которые подчинялись ГРУ, но также вели свою оперативную разыскную деятельность, похищали людей по всей Чечне. Рамзан поклялся на Коране, мы, с ним, это братья. Товарищ глава ЧСГУ, личный состав батальона получен, путем построен. Докладываю, командир батальона старший лейтенант полиции Абуев. Вольно. Вольно! Салам алейкум! Федералы со своими зачистками были идеальным фоном. На нем даже кадыровцы, которые точно так же убивали и похищали, выглядели гуманнее, а потому свои. И после этого Рамзан Кадыров повел наступление под лозунгом прав человека. Нам западная европейская демократия, культура там не нужна. В России есть демократия, в России есть своя культура. А дальше риторика прав человека была отброшена, дальше возобновились похищения людей, дальше была убита Наташа Истемирова, но если смотреть на это с позиции Макиавелли, блестяще сделанная партия. И после 2009 года никакой возможности эффективно контролировать действия чеченских властей у федерального центра уже не было. За кого я воевал? За Россию я воевал. За государство, за целостность, за их безопасность я воевал. А меня обвинять в убийстве каких-то женщин, девушек, это неправильно. А с бывшими своими, ставшими чужими, все уже к этому времени было улажено. В 2006 году на Ленинском проспекте в Москве был застрелен Мавлади Байсаров. В 2008 практически у Белого дома был убит Руслан Ямадаев. В Дубае еще через год в Сулим. А нам нужен был Ямадаев Сулейман Бекмирзаевич живой, чтобы он сидел на скамье подсудимых, потом разобраться по нашим обычаям, чтобы всему миру показать, кто преступник, кто хороший, кто плохой, потом наказать по нашим обычаям. Я не исключаю, что я сделал бы вот именно акцент на обычаи чеченского народа. Кровной мести. Кровной мести, я имею в виду, я официально заявляю. Кадыров доказал Москве свое право быть единственным, и Москва этот контракт подписала. Вы открыли там, я смотрю, трассу новую, да? Здорово, молодцы. Как-то? Ну, нормально. Все сошлось. Действительно, как говорилось в любимых детских фильмах, партия. И что толку судить победителя? Что с того, что грандиозное восстановление Гроздова – это величайшая финансовая афера нашего времени, когда строилось все на своей и собранной железной рукой со всей Чечни, а Москве предъявлялись счета официальные, то есть в разы больше. В основном свои дома чеченцы отстраивали сами, а на проспекте Путина по вечерам долгие годы не горело ни одно окно. Ну и что, если город цветет, и это поймет только тот, кто за 10 лет привык к землянкам, подвалам и чужим, приютившим их домам. Кадыров отвоевал право лечить память и разгружать ее от кошмара, часть которого был он сам, но на это всем пришлось закрыть глаза. К тому же слоган «Забыть войну» был не только психотерапией. У него был вполне инструментальный ресурс, который тоже стал частью кадыровского секрета. Война ведь заканчивается не Днем Победы, как в 1996 году, и не уничтожением последнего врага. Помогут нам силы земные и небесные. Иногда растворяется сама линия фронта, которая и прежде зачастую была довольно условной. Да, значительная часть полевых командиров, значительная часть боевиков перешла на сторону Рамзана Кадырова, но это скорее похоже на то, как перетягивали на Западной Украине вчерашних бандеровцев
в уже советские подразделения. Но там не было никакого политического крыла у тех, кто раньше воевал против советской власти, а теперь за нее. А тут есть не просто политическое крыло. В республике есть одна единственная сила, которая всеми возможными средствами показывает, что вообще-то всем будет хорошо, всем нам. Мы сильные, перед нами все извиняются. Мы успешны. В конце концов, в Чечне любят успешных. И когда успешным перестал быть Шамиль Басаев, его дальнейшее время было сочтено. Кадырову присягнули даже те, кто, казалось бы, никак не должен был этого делать. Магомед Хамбиев, министр обороны Ичкерии, который призывал не сдаваться и, в общем, имел полное право призывать. И уж точно эту присягу трусостью или корыстью не объяснить. Он сам дал оценку. Я знаю, что я в историю войду как предатель. Он оправдывает свое поведение и свои действия тем, что в Чечне не генерал-губернатор русский, а в Чечне назначен президентом чеченец. Все так, но его брат Умар Хамбиев, замечательный хирург, министр здравоохранения Умасхадова, а потом его представитель в Европе, тоже вернулся и до своей смерти в 2014 году был главным хирургом в Чечне Кадырова. И тоже, как и у многих других, не страх и уж тем более не жадность. Это очень похоже на такое сменовеховство 20-30-х годов. Ты находишься черти где. Из советской России, то есть возрожденной Чечни, идут сообщения о том, как там хорошо жить. И возникает ощущение, что то, что там построено, это и есть та самая независимость. Люди склонны себя успокаивать. Идеологи сменовеховства призывали смириться с неизбежным в советской России. Едва закончилась гражданская война, самые видные из них Николай Устрялов, Александр Бобрищев-Пушкин, Юрий Ключников вернулись, а потом все были расстреляны. Кадыров, надо признать, находит более тонкие ходы. Сейчас ведь в общем не сажают тех, кто участвовал в Первой и Второй чеченских войнах. Есть такие люди, но их мало. И в целом Рамзан Кадыров видится как гарант от того, что всех пересажают. Ведь не десятки тысяч, но тысячи человек участвовали в Первой и Второй войне. И это очень разные люди. Просто мы сейчас хотим показать людям, что нужно жить дружно. И, наконец, решающий штрих в этом батальном полотне. Кадырову каждый раз удается организовать единство в нужном месте и в нужный час. Идет ли речь о защите мусульман Рохинджа в Мьянме или карикатурах на пророков Шарли Эбдо? Мы выражаем наше негодование и требуем прекратить вот это все. Кое-где здесь отнюдь не игра. Ведь действительно вывоз женщин и детей из Сирии и Ирака – это важное дело. И никто, кроме Чечни, не занимался этим систематически. Во всех этих многочисленных конфликтах и кампаниях вырабатывается некоторая общность, символом которой пытается себя показать Рамзан Кадыров. В нашей истории это уже было. Асланбек Шарипов, это был герой, который выступал за советскую власть. Страна разбилась на два враждебных лагеря. Одни борются за утверждение в России народовластия, а другие не останавливаются ни перед чем, чтобы набросить на свободный народ мертвую петлю. Его младший брат Майрбек Шарипов, он восстал против советских властей. Он и Хасан Исраилов объявили независимость и вывели из-под юрисдикции большевиков горную часть Чечни. И когда всех чеченцев выселили, определенные отряды продолжали войну против большевиков. Наши уже молодые чеченцы, которые возвратились в республику, они не в горы ушли, а они пошли в советские структуры. Кто-то скажет, народ в страхе умолк. И будет прав, но отчасти. Правильнее по-другому. Народ не задает вопросов. Если на месте руин цветущий город, очень немногим важно знать, почему он так расцвел и от чего случились руины. Благодаря нашему президенту Рамзану Ахмадовичу Кадырову, его ближайшим друзьям, его окружению, благодаря им все это процветает.
Только иногда, встретившись пытливыми взглядами, кто-то, чаще кто постарше, может покачать головой и обронить, без начала и конца. Вот так. И никто ни за что не ответил. Что помнят чеченцы? Помнят о войне, помнят о терроре, нынешнюю жизнь с ровными широкими дорогами, с отстроенным городом, мирной жизнью. Это альтернатива тому, о чем кто-то помнит, а кто-то видел только развалины. Откровенный разговор только на кухне и только с хорошо знакомым человеком. Кто-то боится, но кому-то говорить просто не о чем и просто неинтересно. И вполне искренне с виду большинство соберется по-прежнему по любому поводу. Против западных клеветников или геев, только не против убийц Бориса Немцова и не за Аюба Титиева. Но и у видеоблогера Тумсо Абдурахманова, разоблачающего режим в эмиграции, тоже свои миллионы просмотров. Примерно по одному на жителя такой единодушной Чечни. И после того, как их уже не стало, то есть их всех убили, и из того самого списка, из статьи «Новой газеты» узнали о том, что они погибли. После этого на родственников начали оказывать давление. Но даже тьмы и тьмы молчаливых зрителей не делают революцию. Расхожая мысль, что такая Чечня и такой Кадыров возможно только в такой России при таком Путине, тоже не отвечает на вопрос, а лишь безнадежно его расширяет. Наверное, кадыровская гармония – это и есть настоящий посттравматический синдром после 2 войн. Но и здесь медицина бессильна, в том числе и с прогнозами. Про Советский Союз недавно была опубликована книга «Это было навсегда, пока не кончилось». Я не берусь давать прогнозы, но я знаю, что не забывают ничего. Только что делать с этой памятью, если хорошего конца в такой скверной истории, скорее всего, и нет. Ни для кого. В том числе, может быть, и для самого Кадырова. И, может быть, поэтому никому не хочется и думать, что случится на следующий день после того, как пройдет и это. Мы знали, что Россия что-то готовит. Грозный уже подвергался бомбежке в течение нескольких недель. Переговоры между сепаратистским чеченским правительством и Россией не приводили ни к чему. Поэтому было ощущение, что что-то страшное должно произойти. Поколение назад, 11 декабря 1994 года, началась новейшая российская история. За 25 лет войны, по самым усредненным подсчетам, погибло от 70 до 90 тысяч человек. Некоторые называют 160 тысяч. Рамзану Кадырову в декабре 1994 года было 18 лет. Никакие траурные мероприятия ни в Москве, ни в Грозном не проводились. Это логично для нашей истории, в которой будто и не было никакой войны.